Наш эфир продолжает специальный выпуск программы «Алатуле». В студии работает Жолдош Исаков. И следующим гостем у нас выступает Марсель Салахунов, член Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте Кыргызской Республики. Марсель Джусупович, здравствуйте. Вы являетесь автором проекта «Табарман», добытчик бизнес-платформы для кыргызстанцев за рубежом. Начнем с этого. Что предлагает эта платформа для наших соотечественников? Ну, как вы знаете, сейчас в России проживает около миллиона наших соотечественников, да. Каждый из них работает, 90% этой категории наших сограждан работает в основном в найме, да. Многие работают 10 лет, многие работают 5 лет, но приходит время, когда они становятся профессионалами своего дела, и они готовы создавать уже свое дело, свой бизнес, да. И, к счастью, на сегодняшний день и политическая, и правовые условия позволяют сегодня кыргызстанцам создавать свой бизнес в России. И сегодня более десятки тысяч кыргызстанцев осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации. А наша платформа как раз занимается, во-первых, пропагандированием предпринимательства, а во-вторых, мы берем за ручку начинающего предпринимателя и доводим их до определенных результатов. В условиях российского государства, Все верно, да. То есть это с момента легализации, дальше уже упаковка бизнеса и начинается уже этап работы. Да. Вы приводите цифры действительно разнятся. Да. Есть данные Минсоцтруда, да. От нескольких сотен тысяч до миллиона наших граждан находятся в России. А сейчас в каком они положении, можете ли сказать, с какими, может быть, проблемами они сталкиваются при желании работать на территории Российской Федерации? Ну, в целом, если сравнивать, например, с представителями других государств, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, конечно же, преимущественно граждане Кыргызстана имеют, то есть права трудящихся наших соотечественников приравнены к гражданам Российской Федерации. То есть здорово. Граждане Кыргызстана не получают никаких разрешительных документов, да, для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Это в целом преимущество. Да. Естественно, преимуществом для наших трудящихся является еще знание русского языка. То есть официальный статус русского языка дает преимущество нашим трудовым мигрантам. Да? То есть они легко, быстро себя находят, быстро ориентируются, быстро адаптируются, да? Даже создают бизнес. То есть это все благодаря тому, в том числе, что они являются носителями русского языка. И такой вопрос, в какой помощи раньше мы знаем, помним, как этот вопрос стоял вообще остро. Сейчас с какими проблемами сталкиваются мигранты и какая правовая, юридическая помощь им порой необходима? Ну, если сравнивать, конечно, с прошлым, да, лет 10 назад, конечно, сейчас существенно положение трудовых мигрантов из Кыргызстана облегчилось. Да. Сейчас, по сути, чтобы найти работу, да, и осуществлять трудовую деятельность, кыргызстанец должен в уполномоченных органах пройти медосмотр и сдать пальчики в базу Министерства внутренних дел. Все. После этого он может уже легально осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Сейчас, конечно, есть зоны, над которыми необходимо работать. Да. Прежде всего, это дети и семьи трудящихся мигрантов. Да. К сожалению, сейчас в рамках действующих соглашений дети и члены семьи трудящихся мигрантов не могут получить ОМС, так называемое, это обязательное медицинское страхование. То есть они не могут получать медицинское обслуживание наряду с трудящимися мигрантами. То есть эти проблемы есть проблемы. Их надо обсуждать. Их надо обсуждать, конечно, да. Это в профильных организациях эти вопросы решаются. Я очень уверен, что они тоже скоро достигнут определенного результата. Да. Вы привели цифру, до миллиона наших граждан находится на территории РФ. Вообще, в каких отраслях в основном сейчас заняты кыргызстанцы? С учетом того, что кыргызстанцы, как вы сказали, наши соотечественники быстро адаптируются и быстро продвигаются в своей деятельности. Естественно, конечно, подавляющее большинство, порядка 90%, это сфера услуг, да, различная, это сфера обслуживания, там, где необходим русский язык, так называемый. Да, то есть это, непосредственные контакты с гражданами. Непосредственные контакты с клиентами, с гражданами Российской Федерации, это и общепит, конечно же, это и многие разные отрасли. Да, это сфера красоты. В общем, много на самом деле направлений,
естественно, уже, как я уже говорил ранее, да, уже идет такой процесс уже, да, трансформации наших трудящихся мигрантов. То есть это уже не те мигранты, которые были в прошлом, сейчас уже они осуществляют предпринимательскую деятельность, да, создают собственный бизнес, регистрируют компании, также становятся работодателями, да, налогоплательщиками в Российской Федерации, что в принципе существенно сказывается и на экономике в Кыргызстане, потому что чем больше предпринимателей, чем больше бизнесменов среди наших сограждан осуществляет свою деятельность за рубежом, тем больше, естественно, в Кыргызстан идет приток инвестиций, приток технологий, знаний, да, и так далее, и так далее. И мы наблюдаем очень много таких случаев, когда вот иммигранты уже создают действующие бизнесы, инвестируют, в том числе в экономику Кыргызстана. Да, из, скажем так, трудовых мигрантов превращаются в бизнесмены, которые создают условия уже для следующего потока мигрантов. Вообще, с какими профессиями можно ехать в Россию, какие профессии сейчас, может быть, востребованы? Мы понимаем, что вообще действительно такой большой кризис вообще во всем мире, и с одной стороны очень много людей, но с другой стороны везде нехватка рабочих мест, что ощущается и в наших странах. Ну, на самом деле, вот самая успешная часть наших сограждан, которые работают в России, это та категория, которая зарабатывает от 150 тысяч рублей и выше, да, это порядка $2000 и выше. Это та категория, которая имеет профессии актуальные на рынке России. Да, это то же самое электрик, сантехник, это сфера красоты, да, это разные направления в сфере услуг. Да? Естественно, если ты обладатель этой профессии, да, то, следовательно, тебе легче устроиться, да, и найти высокооплачиваемую работу. Если ты подготовлен, если ты уезжаешь из Кыргызстана в Россию уже с этой действующей профессией, да, квалифицированный, если у тебя, ты знаешь русский язык, если, то есть эти уже сопутствующие, так сказать, вещи, помогут тебе легко адаптироваться, найти работу. Как принято сейчас говорить, скиллы, да, навыки, да, если ты обладаешь этими навыками. Да, да. И вот в рамках нашей бизнес-платформы мы как раз таки рассказываем, какие сейчас профессии актуальны, да. В целом сейчас идет трансформация рынка труда. Сейчас не обязательно учиться 5-10 лет, достаточно отучиться 2-3 месяца на каких-то подготовительных курсах и уже зарабатывать достаточно. Да, есть просто рынок труда меняется, потребность меняется, соответственно, нужно подстраиваться под это дело. И вот говоря о том, что наши граждане трансформируются в условиях Российской Федерации, и ваши бизнес-платформы, как вы сказали, обучают кыргызстанцев за рубежом, что востребовано именно в онлайн-сфере, вот, в сфере технологий? Это, я так понял, онлайн-площадки для торговли популярны в России? Да, одна из наших направлений это, конечно же, развитие электронной коммерции. Да? То есть мы даем навыки, профессиональные навыки для наших сограждан, которые работали официантами, строителями, таксистами, неважно где, в разных сферах, но они приходят к нам и обучаются онлайн-торговле. Да, сейчас уже на мировом рынке есть понятие такие маркетплейсы, да, на этих маркетплейсах сейчас люди покупают и продают те иные товары. Сейчас эта тенденция динамично развивается в России, в Европе она уже и на Западе уже давно выросла, в Китае вообще в период карантина занимала 100%, да, когда люди покупали только через маркетплейсы. В Кыргызстане это дело только-только начинается. Но сейчас, благодаря, конечно же, кыргызско-российским отношениям, да, созданы такие благоприятные условия для кыргызстанских производителей, да, и предпринимателей, экспортеров, реэкспортеров, чтобы забывать свою продукцию на рынке России уже через эти электронные платформы. Это уникальный случай, когда кыргызстанский ИП, индивидуальный предприниматель, либо ОССО может сбывать свою продукцию на территории Российской Федерации, находясь при этом в Кыргызстане. Да? То есть эти условия уже созданы. Созданы логистические различные цепочки и так далее, и так далее. То есть сейчас есть уникальная возможность развиваться, да, десятикратно, да, нашим кыргызстанским производителям, предпринимателям, экспортерам, да, и сбывать свою продукцию не только на самом деле на территории Российской Федерации, а на тех территориях, где присутствуют эти маркетплейсы. Это вообще как условно окно для тебя открывается и в Россию, и в Европу там, и так далее, да? Да, по различным данным, только на одной площадке маркетплейса, ну, не знаю, можно назвать, там,
кыргызстанские производители сбыли свою продукцию почти на 10 миллиардов рублей. Да. То есть, понимаете, это очень хорошие возможности, и это только начало. В Кыргызстане электронная коммерция только-только развивается. И сейчас даже есть такие случаи, когда наши студенты, которые обучившись у нас в Москве, они возвращаются в Кыргызстан и здесь уже создают свой бизнес в сфере электронной коммерции и зарабатывают значительно больше, чем их сограждане в Российской Федерации или даже на Западе. Вообще, что востребовано на этих онлайн-платформах? Вот что могли бы... Давайте создадим такую ситуацию условную, да? Человек сейчас, гражданин, смотрит, он вдохновляется этой идеей. Что он мог бы продавать, реализовывать, как вы говорите, для российских граждан? На самом что деле, предложить он может? Смотрите, если говорить, сейчас Кыргызстан на российских маркетплейсах занимает, на одном из крупнейших маркетплейсов занимает 3-е место по поставщикам. То есть на 3-м месте Кыргызстан занимает по поставке товаров. А в количественном эквиваленте это сколько человек там? Это можно назвать? Это можно подсчитать? Ну, смотрите, я вот, то есть за 2022 год только на одной площадке Wildberries кыргызстанцы продали свою продукцию более чем на 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. То есть это существенная сумма в том числе. Да. Конечно, здесь есть, возможно, есть часть реэкспортной продукции, но тем не менее, большая часть этой продукции произведена в Кыргызстане. Собственная продукция. Да, собственная продукция. И что можно было бы, как вы думаете, предложить? На самом деле сейчас есть такое понятие, как аналитика. Сейчас, к сожалению, 90% кыргызстанских производителей в Кыргызстане отшивают только, есть категория женская одежда, да? Женскую одежду в основном, да, но рынок диктует свою потребность, да? Поэтому нам необходимо подстраиваться под этот рынок. Сейчас в рынке есть очень много ниш, где высокая маржинальность, минимальные возвраты, то есть мы должны научиться перестраиваться, мы должны научиться продавать, да. Вообще кыргызстанцы ценятся этим, мы очень адаптивные в этом плане, да, мы адаптируемся и под условия Европы, и под России, где угодно. Кыргызстанцы везде, и даже в Российской Федерации мы, как община кыргызская, мы являемся такая прогрессирующая, такая, знаете, многие даже диаспоры берут с нас пример о том, как мы развиваемся, как мы ведем нашу общественную деятельность в том числе и так далее, как мы адаптируемся. Да. Следовательно, продолжение этой темы, опять в условную ситуацию возьмем, человек там что-то производит, может быть это органика или может быть это легкая промышленность, он может выставлять все это на онлайн-платформе и сбывать его. И российский рынок действительно по сравнению с нами огромен, да? Это на сегодняшний день 146 миллионов населения только граждан России. Плюс еще есть мигранты, иностранцы, которые проживают на территории Российской Федерации. По разным данным, это около 30 миллионов. Да? То есть, представляете, это 170 миллионов населения потребительского рынка. Да? И, соответственно, мы, как Кыргызстан, у нас есть все возможности, чтобы сбывать всю 100% свою продукцию на территории Российской Федерации. Единственное, мы должны научиться производить то, что требуется в России, что нужно, что имеет спрос, что требует, а не только женскую одежду. Да, подстраиваться опять. Да, подстраиваться, естественно. В данном случае. Сейчас такая уникальная возможность. С России ушли многие бренды, многие компании зарубежные, западные. И эти ниши мы можем уже занимать. Их занимает, и мы уже занимаем это, да. Но тем не менее, для нас огромный потенциал, благодаря сегодняшним условиям взаимодействия с Российской Федерацией. Да. Вы привели цифры в 10 миллиардов рублей. Это сумма, на которую сбыли продукцию наши кыргызстанцы. Это может быть реэкспорт, да, тоже надо заметить. Да. А вообще, вот на основе вашей бизнес-платформы вы видите интерес кыргызстанцев, насколько это популярно, насколько кыргызстанцы готовы учиться тому, что вы предлагаете? Смотрите, в России, когда мы запустили нашу платформу, да, наши кыргызстанцы продали, то есть совокупный оборот наших учеников, селлеров, да, выпускников составляет около 2 миллиардов рублей. Но, к сожалению, это товар, произведенный либо в Китае, либо в России, либо в других странах. Экспорт, да? И доля кыргызстанских товаров вот в этом обороте существенно маленькая. Да? И поэтому мы приехали в Кыргызстан, мы приехали наши технологии, мы привели наши инвестиции, мы создали сейчас полноценную платформу здесь, уже начинаем обучать предпринимателей кыргызстанских. И, соответственно, мы хотим увеличить эту долю, да, естественно, товарооборота кыргызстанского на российских маркетплейсах.
хотя он, опять же повторюсь, что он тоже не маленький на самом деле. Да. Если говорить в совокупности, на всех маркетплейсах России мы занимаем 5-е место. На одном из крупнейших маркетплейсов мы занимаем 3-е место, то есть долю поставщиков на этом рынке. То есть это на самом деле удивительно. Да? Это здорово. Это здорово, да. Да? Как вы видите, вы можете, в принципе, это такая ощупываемая сумма, да? Вы это можете увидеть, это здорово, я думаю, тоже повторится. А вообще, Марсель Джусупович, вы сколько лет проживаете на территории России? Расскажите уже о своем пути. Вот, если такую ремарку можно сделать, что было тогда и что есть сейчас? Если... Ну, в Россию я уехал, как и многие наши соотечественники, в 2006 году. Да. До этого я работал в комитете по делам молодежи при администрации, руководил молодежной политикой, спорт, туризм. Ну, вынужден был уехать, потому что не хватало немножко больше пространства для своих амбициозных каких-то идей и так далее. Хотел получить дополнительное образование, уехал в Россию, естественно. Но начинал путь, как и многие наши кыргызстанцы, практически проработал на всех работах, да, там это и охранником работал, и грузчиком работал. Ну, может быть, здесь тоже есть в целом, есть какая-то вина в целом вот нашего сознания, да, потому что если говорить о других, например, представителях других стран диаспор, я не буду говорить, какие конкретно, но они, когда приезжают, например, в Россию, они сразу едут на рынок, покупают ящик там овощей по оптовым ценам и привозят где-то там у метро, начинают сбывать. То есть они сразу занимаются предпринимательской деятельностью. Мы же, кыргызстанцы, подавляющее большинство, когда мы приезжаем в Россию, мы сразу ищем себе работу прямо в самых таких вот, ну, в сфере обслуживания. Да, мы готовы работать везде. Конечно, это хорошо, потому что, ну, тем не менее, наше сознание начинает с каждым годом расти, развиваться, и потребность, изменяться, да? Да, потребность кыргызстанцев сейчас намного выше, да, потому что в целом они достигли этого уровня. А вот вы рассказали теперь о том, что было, что сейчас, что увлечет кыргызстанцев работать в России? Ну, естественно, многие, как я говорю, они работали там уже годами, они уже обустроились, они уже адаптировались, они там создали свои семьи, их дети учатся в школах, поэтому это их держит то, что они уже там адаптировались, уже они в своей зоне комфорта, поэтому... Несмотря на то, что сейчас есть волатильность курса, рубля, сомы, несмотря на это, они продолжают работать и, соответственно, обеспечивают таким образом и свои семьи в Кыргызстане. Есть много ниш, которые сейчас мы активно осваиваем, в том числе и электронная коммерция. Наша задача обучить как минимум 300 тысяч предпринимателей в Кыргызстане торговать продукцию через онлайн-платформу. Эта мера же можно смело назвать следующий этап. Да, эта мера позволит на самом деле вернуть наших трудовых мигрантов и заниматься уже существенным бизнесом в реальном секторе экономики, да, и сбывать свою продукцию не только на территории Российской Федерации. Сейчас условия позволяют продавать свою продукцию и в Европе, и в Российской Федерации, и в наших странах, да, соседних в том числе. Еще раз напомним, Марсель Джусупович является членом Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте Кыргызской Республики. У меня в связи с этим вопрос. Сегодня мы наблюдаем официальный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан. Как такие шаги влияют на наши стратегические отношения с такой страной, как Россия? Ну, естественно, это все, я считаю, что это положительно скажется в целом на кыргызско-российских отношениях. Я считаю, что на сегодняшний день мы достигли наивысшего уровня, да, доверия, да, дружбы и так далее. Сегодня подписано очень много соглашений. Вчера подписаны соглашения на $3,5 миллиарда долларов. Все верно. Ну, исторически наши предки выбрали свой путь развития, в том числе с Российской Федерацией, несмотря ни на что. Да, поэтому сейчас для Кыргызстана в этих условиях есть уникальные возможности разные. И вы сейчас наблюдаете, как много предпринимателей из России приезжают в Кыргызстан, уже создают свои бизнесы и так далее. Сколько инвестиций? Крупнейшие компании с миллиардными капиталами, триллионами оборотами приезжают в Кыргызстан и создают свои логистические парки. Представляете, о чем это говорит? О том, что когда Россия смотрела на Европу, пыталась, то есть торговать с Европой, сейчас ситуация изменилась, она повернулась на восток. И посередине находимся мы, как Кыргызстан.
И все вот этот путь, один пояс, один путь, который, да, Си Цзиньпин озвучил, то есть это все реально сейчас уже начинает Уже в действии. в действии, да. И очень скоро, я уверен, да, та былая слава, которая была у наших предков во время Великого Шелкового пути, Великого Шелкового возвращается, да. Только это уже в сфере уже интернет-торговли, это уже электронной коммерции, в том числе логистических цепочек. Да. Поэтому я считаю, что эта эпоха для Кыргызстана будет существенно Продуктивнее, продуктивным, если да. говорите. И, конечно, кыргызстанцы в данном случае должны получать выгоду вместе со своими стратегическими партнерами. Спасибо за ваши ответы. Еще раз напомню, мы говорили о положении кыргызстанцев за рубежом, в частности, в Российской Федерации. Экспертом в этой области выступал Марсель Салахунов, член Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте Кыргызской Республики. Марсель Джусупович, мы вас благодарим. Оставайтесь на канале Алато 24. Увидимся.